Каждый день в 10:00 по московскому времени Наташа Хациева открывает двери этой библиотеки. Хотя библиотекой это помещение вряд ли можно назвать. Несколько тысяч экземпляров художественной литературы хранится в этой маленькой комнатке уже не один год. Поэтому грядущий переезд в здание нового ДК для библиотекаря – настоящий праздник. Библиотеку открыли нам в 2008 году. На момент открытия библиотеки книжный фонд составлял около 3000 книг. На сегодняшний день библиотечный фонд составляет 5750 книг. Библиотека находится в старом здании, но мы на днях должны переехать в новый ДК. Жители села, также я очень рада этому событию. Дом культуры в селении Ашты был построен за очень короткие сроки. Строительные работы начались летом прошлого года, а сейчас все уже практически готово. Просторные помещения, большой актовый зал света, аудио и видеоаппаратура. Здесь предусмотрено все. Дом культуры в селе, наверное, это единственное место, где и молодые, и дети могут развивать свои способности. В первую очередь, наверное, наших детей заинтересует кружок хореографии. Он у нас есть, он будет. Нам повезло, что у нас есть специалист данного профиля. У нас будут, наверное, кружки декоративно-прикладного искусства. Будет кружок изобразительного искусства. В селе Ашты официально зарегистрировано менее 1900 человек. Эта цифра была гораздо больше в 90-е годы, рассказывает глава администрации. С тех пор много людей уехало, но сейчас, в том числе и благодаря строительству культурно значимых и социальных объектов, народ потихоньку возвращается. Сейчас уже последние 5-10 лет, это громко хоть будет сказано, у нас село развивается бурно, скажем так. Вот уехавшие наши жители сейчас потихоньку возвращаются. Причина тому – строительство дороги, которое было построено и сдано в 2016 году от сельского поселения Чемульги до Арштов. Это строительство центральной дороги, вот вы видите в селе, строительство дома культуры, который вы видите сейчас построено, и прокладка водоснабжения. В числе тех, кто вернулся в село, и Резван Акиев. Сердцем я всегда был здесь, делится мужчина. Проведя годы вдалеке от своей родины, он все же не удержался и вновь поселился здесь. Возведение Дома культуры – еще один шаг к тому, чтобы вернуть былую численность населения в Ашты, по мнению Резвана. Строительство нового объекта – это новое лицо нашего села. Это объект Дом культуры – это очень нужен, был важный объект. А то, что нам построили ФАП в свое время, это тоже очень нужно было. Сейчас у нас будут проводить водопровод, уже начали первоначальную работу, уже ведутся, трубопровод завезет. Это облик нашего села. Наше село преображается и в лучшую сторону, надо сказать. Открытие долгожданного Дома культуры должно состояться уже в ближайшее время. Остались последние штрихи, и поэтому, сравнивая его со старым зданием ДК, который еще в далекие 90-е использовали и как дом для беженцев из Чеченской Республики, контраст становится еще более явным. Словом, место для проведения досуга молодежи, сходов села и культурного развития жителей совсем скоро распахнет свои двери. Тамерлан Хамхоев, Адам Далалков, Новости 24.